В добрый музыкальный час! Здравствуйте, дорогие ценители родной музыки! Телеконкурс «Илькен» дал счастливую возможность соприкоснуться с живой звучащей башкирской классикой. Пусть произведения наших композиторов укажут путь к успеху начинающим музыкантам и будут мотивировать их к новым победам. Я надеюсь, что уже завтра наши лауреаты станут выдающимися музыкантами страны. Проект «Елькен Парус» детско-юношеского телеканала «Тамыр» дал возможность зрителям насладиться родной музыкой, а юным талантам подняться на новый уровень. Конкурсанты, исполняя родную музыку, дали новое звучание творчеству выдающихся композиторов Башкортостана. Открытый телевизионный конкурс юных исполнителей башкирской классической музыки проводится по 4 номинациям: фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты, народные инструменты. На отборочный тур второго телеконкурса «Елькен» мы приняли 186 заявок со всей республики. Уже на конкурсном туре юные музыканты получили возможность выступить перед камерой. Конечно, это очень волнительно, да еще и перед такими жюри. Зато юные музыканты смогли пообщаться с именитыми музыкантами и получили бесценный опыт. На протяжении всего конкурса уважаемые члены жюри были опорой для юных музыкантов, создавали теплую творческую атмосферу, давали ценные советы, переживали за каждого. А какой ваш любимый музыкальный инструмент? Мой – фортепиано. Я бы хотела немного рассказать вам об истории этого великолепного инструмента. Фортепиано относится к клавишно-струнным инструментам. Название происходит от итальянских слов «форте» и «пиано», что означает «сильный» и «спокойный». Изобретение фортепиано стало одним из ключевых событий в истории музыки. На этом инструменте можно играть сложную, богатую гармонию и разнообразную полифонию, передавать любое настроение, любой образ и характер. В 1732 году было написано первое музыкальное произведение для фортепиано. Будет интересно, какой номер мне попадется. Номер 12. В телевизионном конкурсе юных исполнителей башкирской классической музыки «Илькен» участвовали очень сильные пианисты. Среди них Самира Алиуллина показала себя очень достойно, выступила она ярко, образно и эмоционально.
поздравляем тебя с прекрасным выступлением. Вот я даже не побоюсь такого слова, потому что, ну, когда с первой ноты слышно, что перед нами артист, музыкант, который не просто выполняет какие-то задания, задачи, какие-то фразы, который просто выходит и играет. То, что он хочет, то, что он думает, как он хочет. И мне кажется, очень здорово ты выстроила эту пьесу. Такие получились контрастные у тебя разделы. И причем, знаешь, не просто вздернуто контрастные, а очень обдуманно, осмысленно, как-то вот все на месте. Потрясающе, мне кажется, вообще здорово. Единственное, вот в самом начале, может быть, потому что ты как бы не привыкла к этому инструменту, мне кажется, ну, можно чуть более плотным звуком, да, потому что ты немножко как будто бы в воспоминаниях сначала где-то эти звуки, а все-таки они же здесь. Мне кажется, не надо бояться было звука, а так просто у меня сплошные положительные впечатления. Спасибо тебе большое за то, что ты так замечательно завершила наш конкурсный день сегодня. Да, Самирочка, действительно приятно, что номинация фортепиано, коллеги, да, завершается замечательным выступлением уже профессионального ребенка, который делал очень много интересного, очень много профессионального, музыкантского, своего. Я тебя поздравляю и желаю тебе большого-большого успеха. Спасибо. Самира, я знаю, что ты во всех областях, к которым прикасаешься, ты стараешься достичь всего самого лучшего. Это заметно потому, как ты растешь. Я тебя помню еще совсем маленькой девочкой. Мне нравится, что ты человек такой серьезный, и ты не поддаешься вот этим фанфарам, потому что ты давно играешь хорошо, лучше многих. Но сейчас ты вышла и спокойно, скромно, с чувством собственного достоинства сделала свое дело. Я надеюсь, что мы с тобой встретимся, может быть, в финале. Самира, я тебя от всей души поздравляю и вручаю этот диплом тебе. Спасибо. Как ты выступила и что сказал жюри? Жюри сказали мне, что я выступила очень хорошо, похвалили меня. Сказали, что начало можно было играть несколько посветлее, но в основном все прекрасно. А кто выбрал твой репертуар? Мой репертуар выбирала мне моя прекрасная педагогиня Валентина Ивановна Старикова. Мне нравится вообще произведение и творчество Рафаэла Касимова. Я его очень хорошо знаю как хорошего пианиста, прежде всего, потому что мы были однокурсниками. И он хорошо знает фортепианную фактуру. И он очень человек талантливый. И пьеса, это произведение, оно такое многогранное. Там есть края лирические, эпос как бы там Башкирии, драматичная такая середина, напористая, активная очень. Технически она достаточно сложная. Ну вот Самира, слава богу, она уже, так сказать, располагает таким пианизмом, что может вот это непростое произведение исполнить. Самира Алиуллина, воспитанница среднего специального музыкального колледжа. Учится она у педагога Стариковой Валентины Ивановны. Увлекается музыкой с 4 лет. Самира – лауреат всероссийских и международных конкурсов. В Испании на конкурсе Art Duo Music заняла 1-е место, посетила образовательный центр «Сириус», выступала там на отчетном концерте и на концерте собственных сочинений. Но самое запоминающееся выступление было на конкурсе «Елкен», говорит Самира. Кроме музыки, она еще любит рисовать, петь и кататься на горных лыжах. В будущем Самира мечтает стать знаменитой пианисткой и играть на больших концертах. Наверное, самое сложное в конкурсе – это репетиция с оркестром. Мы, организаторы, очень старались сделать день репетиции насыщенным и интересным. Спасибо коллективу Национального симфонического оркестра и наставникам. Они смогли создать теплую творческую атмосферу. Мне очень понравилось играть на первом туре «Елкен», потому что все как-то красочно, все по-домашнему, так тепло принимали. И я подружилась с некоторыми участниками конкурса. В прошлом году понравилась эта идея, и скорее это даже Самире была такая инициатива, что она узнала, что наша девочка победила, ученица ССМК, и ей тоже захотелось с оркестром сыграть. Желание ее было очень естественное и большое желание. Она молодец.
сделали разные контрасты, где-то начать тише, где-то прибавить, где-то наоборот убавить. Это все очень интересно, и такая работа, она помогает лучше слушать других оркестрантов. Намного раньше началась подготовка, где-то в конце июня. Мы долго выбирали, какое произведение, остановились на произведении Исмагилова Загир Гариповича, концерт, финал. Нам понравилось исполнение Шауры Сагитовой, когда она играла. Была мировая премьера, так сказать, этого концерта. Әлбәттә, Елкән проектының төп идеялары беренчедән башкорт композиторларының музыкаһын халыкка ишеттерү һәм көйләр генә түгел, менә махсус композиторлар белән язылган көйләр һәм дә ул көйләрне беренчедән балалар башкарганда, икенчедән оркестр менән башкарганда ул әлбәттә бик кирәк кенә була. Һәм снапта шундай яшь көе, шундай олы музыкантларга күренү балаларга ниндидер яңы юлдар аса дип уйлыйм. Пропаганда наших композиторов местных Башкирии, потому что мы должны знать творчество своих современников. Тех, с кем я, например, училась, Рафаэл Касимов, мой ученик Хисамудинов, талантливый, Лейла Загирна Исмагилова, и много, конечно, так сказать, композиторов, Азнагулов, прекрасный композитор. И у нас хорошо, что проводятся конкурсы, мы, так сказать, расширяем эту палитру репертуарную, и вот узнаем произведения. Очень хорошо, что есть такие творческие люди, которые горят и этим желанием пропагандировать, показать детей, их стремление, интерес. Спасибо вам за такую организацию. Будем надеяться, что все будет прекрасно. Впечатления очень смешанные. Оркестр звучит масштабно и непередаваемое ощущение какой-то полетности и легкости. Они после выступления с оркестром почувствуют какую-то такую пищу, ранее им неизвестную, от сцены, от контакта с нами, с музыкантами, от музыки, что им позволит в будущем, даже если они не музыкантами станут, но людьми, ценящими красоту. И, соответственно, если человек ценит ее, он и вокруг себя ее будет распространять и нести другим. Вот такие простые задачи. Настолько привлекала эта идея сыграть с оркестром, это вообще, так сказать, счастье для любого исполнителя сыграть с оркестром. И вот поэтому она с большим энтузиазмом занималась, я так думаю. Даже не то, что думаю, а констатирую. Юные музыканты тщательно готовились к финалу. Главное – определиться с произведением, найти произведение башкирского композитора. Играя родную музыку, мы больше узнаем об истории своего народа, глубже понимаем культуру. Это главная задача телеконкурса «Елкән». На финале Самира играла произведение великого композитора Загира Исмагилова. Его музыку знают, любят и играют по всему миру. Загир Гарипович с юных лет стал проявлять особый интерес к национальной музыке, играл на курае. В Белорецк на гастроли приехал Башкирский театр драмы. Загиру Исмагилову пришлось заменить в спектакле заболевшего кураиста. Его сразу заметили и пригласили в театр в Уфу, где он по вечерам выступал в качестве кураиста, а днем обучался в студии для одаренной молодежи при Башкирском театре драмы. Дальше он поступил в Московскую консерваторию имени Чайковского. Дипломная работа «Легендарная опера Салават Юлаев». Загир Гарипович внес огромный вклад в развитие национальной музыки. Сложно передать словами, что мы чувствовали в день гала-концерта. Это и волнение, и радость, и гордость. Все смешалось. Все с нетерпением и трепетом ждали свой выход. Желаю своим ребятам всего самого-самого лучшего. Вот уже второй год мы наблюдаем за успехами конкурса «Елкән». Это очень-очень нужное мероприятие. Добро пожаловать на следующий год. И вообще, я поздравляю телевизионщиков с таким хорошим проектом. Проекту «Елкән» и участникам этого конкурса я желаю новых высот, вдохновения, и чтобы все увидели, насколько на самом деле близко
то, чего каждый хочет, нужно лишь только приложить очень-очень-очень много усилий и хорошенечко поработать. Вперед, плывите под парусом вдохновения. Загир Исмагилов. Концерт для фортепиано с оркестром, 3-я часть. Исполняет ученица среднего специального музыкального колледжа города Уфы Самира Алиулина.
Это достаточно волнительно иметь такой статус и такую ношу, потому что это большая ответственность. Ты показываешь себя, и ты должен идти дальше, не сдаваться. И самое главное – все делать с любовью. Большое спасибо за то, что вы, так сказать, так прекрасно освещаете этот конкурс «Элькен», который, я считаю, является выдающимся проектом последнего времени для музыкантов, для детей, для просвещения нашей башкирской музыки. Потому что я получаю, зрители получают огромное удовольствие, адреналин. Дети замечательные. Просто я даже не знаю, как жюри, им всем очень трудно, потому что действительно я бы даже не делила никакие места, просто лауреаты, просто счастливый исполнитель. И я как педагог очень счастлива. Мне хотелось бы напомнить, что за спиной Элькена стоит команда Тамыра. Это удивительные люди. На протяжении целого десятка лет, даже больше, приносят награды своей земле за то, что они просто ее любят и думают о ее будущем. И Элькен – это часть огромного большого проекта для Тамыра, которая связана с будущим нашей республики. Это не просто конкурс, это настоящий фестиваль. А что такое фестиваль? Это праздник, в переводе с латинского. А вот пошло оттуда это слово. Так что я поздравляю вас и нас тоже с этим замечательным событием. Проект «Элькен», безусловно, имеет особое значение и занял свое достойное место в культурной палитре нашей республики. Это один из уникальных детских музыкальных конкурсов, поскольку здесь целью ставится продвижение, пропаганда, сохранение музыки композиторов Башкортостана. И с одной стороны мы сохраняем музыку композиторов Башкортостана, с другой стороны мы прививаем любовь у наших детей к родной музыке, к музыке, которая рождена на той земле, на которой они сегодня живут и творят. Мы все знаем, что музыка живет, пока ее исполняют. У нас очень много красивой башкирской классической музыки. Сейчас композиторы начали писать специально для этого конкурса. То есть композиторы тоже хотят, чтобы их музыка звучала, и это естественное желание. Я думаю, что у Элькен впереди большое масштабное плавание, и будет много интересного. Создатели и все причастные к проекту «Элькен» почувствовали, насколько тонкая и глубокая наша башкирская академическая музыка. Здорово, какой мы проект провернули, конечно же, общими усилиями. Мы благодарны Министерству культуры Республики Башкортостан, Национальному симфоническому оркестру и жюри нашим многоуважаемым именитым музыкантам. Ждем новых участников и свежих композиторских замыслов «Попутного ветра» и «Элькен».